Значит, уважаемые коллеги, вы видели, что тема моей презентации небольшой. Сегодня посвящена стратегическим документам, в которых раскрывается понятие безопасности школьной среды и которые являются руководством к действию для Министерства образования, а также для всей нашей системы образования, если говорить шире, для всей нашей страны. Потому что образование, как вы знаете, в законе об образовании это прописано, является приоритетным направлением политики Кыргызской республики. Ну, в первую очередь, наверное, надо сказать, что безопасная образовательная среда – это среда, ориентированная на потребности ученика, обеспечивающая полноту безопасности и минимизацию всех видов рисков. То есть это психологическая или социальная безопасность, это в первую очередь не дискриминация, не насильственность, толерантная среда, информационная безопасность, отбор и работа с информацией, которая не наносит вред здоровью, физическая безопасность, о чем мы здесь уже с вами слышали, экологическая безопасность, которая дает возможность ребенку сохранить здоровье при обучении в школе. Я решила оставить этот слайд, потому что национальная стратегия устойчивого развития, хотя срок ее действия закончился формально, по крайней мере, в 2017 году, но учитывая, что ряд моментов остался там, как бы дорабатывается в настоящее время, стратегия действующая, и поэтому думаю, что надо о ней хорошо помнить. Тем более, что самые приоритеты, которые были установлены в этой стратегии, они никуда не денутся и будут переходить, и, собственно говоря, уже переходят во все остальные стратегические документы. Если вы посмотрите, то здесь очень четко сказано о видении Кыргызстана. Это сильное независимое государство, входящее в число развитых стран, комфортное для жизни людей с обеспечением защиты их прав, свобод и безопасности, многоязычной и доброжелательной внутренней средой, высоким уровнем образования, здоровой окружающей средой, общественной стабильностью. То есть, как вы видите, здесь все аспекты безопасности, о которых мы говорили раньше, они на самом деле учтены. И отталкиваясь от национальной стратегии устойчивого развития, Министерство образования в свое время при разработке стандартов приняло решение о включении туда, помимо чисто образовательных линий, тематические линии. Вы видите их. Сквозные линии, тематические линии – это энергоэффективность, безопасность жизнедеятельности и так далее, мультикультурализм или поликультурность и инклюзия, эксклюзия, потому что для каждых из этих, эксклюзия – это исключенные группы, инклюзия – включенные группы. Потому что если мы говорим о предоставлении качественного образования для всех, мы должны учитывать все группы, которые существуют в настоящее время. У нас есть исключенные дети по разным параметрам, по параметрам здоровья, например. И тогда нужно думать, как быть. Либо создавать инклюзивные школы и классы, либо проводить обучение на дому, если это почему-либо невозможно вовлечь детей в систему образования. Либо у нас сохраняются еще различные типы школ-интернатов, проводить обучение там. Очень важно, чтобы эксклюзивные группы уменьшались, а инклюзивные возрастали. Потому что на самом деле инклюзия – это социальная инклюзия не только для детей с какими-то проблемами в здоровье. Это и абсолютно здоровых детей, скажем, талантливых детей, или для детей, которые, давайте скажем так, для каждого ребенка, потому что каждый ребенок отличается от другого. И инклюзивное образование на самом деле – это предоставление каждому образования, которое будет соответствовать его или ее потребностям. Документы, которые у нас действуют и которые являются которые являются особо актуальными, это концепция развития регионов. Вы знаете, что у нас в этом году и год развития регионов, и достаточно многое делается для того, чтобы обеспечить региональное развитие. Появились так называемые города-точки роста, и в том, что касается образования, по крайней мере, здесь довольно много делается. У нас сейчас 60 школ в регионах, которые становятся центрами кластеров образовательных, и в этих школах находятся сервера для предоставления информации. У нас появились электронные образовательные ресурсы, например, Айбелим, и эти школы будут хранителем, так сказать, ресурсов. И для школ, у которых есть интернет, а это уже сейчас 67% школ в Кыргызстане, они будут доступны онлайн, а для остальных школ как раз
в этих школах они смогут получить доступ к ресурсам на базе этих школ. Да, еще 30 школ у нас сейчас оснащаются до уровня смарт-школ, то есть до уровня школ, которые смогут давать именно электронное обучение, то есть полностью перейти на электронный формат обучения. Для нас это новый опыт, конечно, хотя что-то, что делается в вузах, уже нас к этому подготовило. Вот, но здесь очень важно и учителей переучить, и администрацию переучить, потому что на самом деле это совершенно другое осознание мира. Вы видите, что особое внимание уделяется в этой концепции Бишкеку с нашей, так сказать, точки зрения, потому что точкой роста, обратите внимание, первого уровня для города Бишкек является преобразование его в региональный сервисный информационно-коммуникационный центр, а вот точкой роста второго уровня стало превращение города Бишкек в центр делового и образовательного туризма. Что значит образовательный туризм? Это значит привлечение людей из других регионов Кыргызстана и из других стран мира. Потому что, собственно говоря, образовательный туризм в мире сейчас, говорят, третий по уровню после таких нехороших дел, как наркотики и оружие. И предоставление образования сейчас – это очень большой бизнес на самом деле. Но мы, думаю, все прекрасно понимаем, что для того, чтобы к нам сюда поехали, необходимо, во-первых, иметь развитую инфраструктуру, которая будет удовлетворять общемировым требованиям. Во-вторых, иметь качественное образование внутри этой инфраструктуры. Потому что пока к нам едут за дешевым образованием. А вот когда поедут за качественным, мы сможем сказать, что вот этот пункт, по крайней мере, начал выполняться. Программа правительства Кыргызской Республики «Единство, доверие и созидание». Здесь прямо сказано, что качество инфраструктурного образования, а следовательно образовательных услуг в основном остается на чрезвычайно низком уровне, создавая реальную угрозу для безопасности и здоровья учащихся. И один очень важный момент, обратите внимание, здесь прописан. Потенциал ключевых заинтересованных сторон, имеющих наибольшую энергию вовлеченности, родителей, местных сообществ, частного сектора и самих учащихся, не задействован полностью в процессе реформирования образования. Вот это вопрос, стратегический вопрос формирования государственно-частного партнерства. Наш закон о государственно-частном партнерстве достаточно часто критикуют и, в общем-то, как говорят, за дело. Он недостаточно хорош для современности, но одно там прописано четко. Государственно-частное партнерство возможно и желательно в первую очередь в создании именно инфраструктуры, то есть в строительстве, реконструкции объектов различного типа, в том числе объектов образования. И вот, если посмотреть на эффективность действия этого закона, то с прошлого года начинается какой-то очень быстрый, по моим наблюдениям, подъем интереса к государственно-частному партнерству. Уже ведутся переговоры о государственно-частном партнерстве в строительстве детских садов, и я думаю, что вот одно из близких возможных последствий – это появление школ. Потому что государственно-частное партнерство обычно осуществляется таким образом. Государство предоставляет землю, либо на условиях долгосрочной аренды, да, с очень маленьким ценой за последующий выкуп, с правом последующего выкупа. Вот, фирма строит здание школьное, допустим, и те, кто там учится, платят за обучение, и таким образом постепенно происходит выкуп здания, потом это через оговоренный срок, обычно это 10-15 лет, все передается государству. И государство уже получает на баланс полностью освоенное, так сказать, здание, хорошее. Вот. Ну и, естественно, все это переходит уже в раздел бесплатности образования и обучения. Вот. Понятно, что это не будет, наверное, очень и очень массово, но, во всяком случае, для Бишкека, где это может делать, может быть, отдельные районы, да, местное самоуправление, для Чуйской области, да и для других регионов, я думаю, это вполне возможный вариант развития. И поэтому государственно-частное партнерство – это хорошая возможность получить современные и безопасные, соответственно, организации образования. Первоочередные меры. Система образования требует обновления, и поэтому назрела необходимость разработки новой концепции развития образования, где основными приоритетами будут
Ну, А, там понятно, качество образования, Б, это учителя, а вот В, качество соответствующих услуг. Качественный ремонт образовательных организаций, оснащение современной материально-технической, методической базой и повышение профессионализма учителей. Ну, концепция развития образования уже начала готовиться, рабочая группа создана, несколько совещаний было. Очень сильно все участники этой группы ломают голову над тем, как простроить понимание образования до 2040 года. Если до 2023 там все более-менее понятно, потому что мы после анализа нашей действующей концепции 12-20 годов хорошо видим тренды, которые есть у нас в стране. Если до 30 года более-менее понятно, потому что есть индикаторы целей устойчивого развития, и они позволяют сориентироваться на какие именно достижения нам нужно выйти в системе образования для того, чтобы удержаться вот на общемировом уровне. Да? И там понятны шаги, потому что в 2019 году уже первый отчет, пока еще такой общий, скажем так, по целям устойчивого развития, в том числе по выполнению 4-й цели, то вот что касается 40-го года, здесь, конечно, очень сложно, потому что мы с вами, я думаю, никто из нас здесь сидящих не представляет себе, какой будет жизнь в 2040 году. Вот. Это можно только, так сказать, быть фантастом уровня, я не знаю, я не очень люблю фантастику, извините, поэтому для меня уровень, скажем, там, Беляева или кого-то, это вот, ну, вот Владимир Александрович там подсказывает фамилию, но он, думаю, лучше это скажет. Поэтому разработчики концепции до 40-го года пошли по пути как бы формирования вот этого видения 30-40 как константы и переменные. Потому что константы, ну, понятно, что здания какие-то все равно будут существовать, вероятно. Потому что есть мнение, что инфраструктура изменится очень сильно. И школ в нашем понимании с вами, то есть здания, где проходят уроки, просто не останется. Вот. Но какие-то сооружения, несомненно, будут, поэтому безопасность физическая, она все равно останется. Следовательно, надо продумывать, что можно сделать для того, чтобы эти здания были безопасны, да, какие параметры безопасности выставлять, вот, в том числе, кстати, информационные, поскольку явно школы будущего так или иначе будут связаны с различного типа электроникой. Вот, ну и так далее и тому подобное. А переменные – это как раз проблемы, на которые сейчас никто не ответит. Содержание образования. То есть чему мы будем учить детей в 2040 году. Мы с вами уже в принципе не должны знать, чему мы будем учить детей через 10 лет. То есть там, к 2025-2028 году. Потому что по некоторым прикидкам, скажем так, и уже не футурологов, а вполне реальных экономистов и политиков, примерно 50-70% профессий, которые сейчас существуют, они будут не нужны просто-напросто, уже через 10 лет. Ну и я просто недавно тоже прочитала, первый шаг, например, сделал Сбербанк России, который уже в этом году, в 2018-2019, сократил 3000 программистов, 3000 бухгалтеров и, по-моему, юристов. То есть они просто не нужны, потому что поставили информационную систему. И один бухгалтер может теперь заменить, мягко говоря, многих. Вот. То есть это уже не фантастика, это тот мир, в котором мы с вами живем. И тот мир, в который выйдут наши дети после окончания школы. Поэтому вопрос о том, чему учить, вопрос как, то есть в каких формах учить. Потому что есть мнение, что профессия учителя в нынешнем ее виде тоже не сохранится. Что это будет, например, человек, который будет простраивать образовательные, индивидуальные образовательные траектории для ученика. Что это будут игротехники, учителя, которые будут работать с учениками в виртуальных и дополненных средах. Ну и так далее и тому подобное. И когда люди, случается, говорят, что вот это будет где-то там, а у нас это еще долго, то на самом деле, если мы вспомним, например, вот я смотрю, да, у всех лежит телефон, абсолютно у всех. Вот, посмотрите друг на друга. Если мы вспомним стремительность распространения вот этой еще недавно технической новинки, то я думаю, что и все остальное тоже не заставит себя долго ждать. Тем более, что вот такое стремительное развитие техники и возможность связываться с любым уголком мира, с ее помощью, очень быстро, нравится нам это или нет,
уничтожит изоляционизм. Потому что уже сейчас наши программисты, вот я работаю в Славянском университете тоже, и, скажем, наши выпускники работают с фирмами, находясь здесь, в Бишкеке, работают с фирмы Канады, Ирландии, Соединенных Штатов, Кореи, Германии, Албании, кстати, как ни странно, мне один сказал, что там какую-то задачу поставили, Монголии. То есть, находясь здесь, на самом деле у них рабочее место находится за десятки тысяч, иногда километров от нашего города. Вот. Поэтому нам нужно учить детей так, чтобы они были готовы к тому, что написано в следующем документе, о котором я как раз хотела сказать, национальная стратегия, да, вот это он проект. Там написано, что настает, и Тазаком, вы знаете, поддержка, да, что настает эпоха цифровых кочевников. И наши дети должны быть готовы ответить на эти вызовы. Ну, в проекте национальной стратегии развития, который, надеюсь, все-таки будет принят, есть раздел «Качественная система образования и науки», и вы видите, что определены следующие приоритетные задачи на среднесрочный период. Поддержать развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций разных типов и форм собственности и обеспечить инфраструктурную безопасность школьного образования, включающую физическую, психологическую, информационную и экологическую безопасность каждому обучающемуся и педагогу. То есть строительство новых школ в местах спроса перегрузки, разработка новых стандартов, подходов к строительству зданий школ. Это уже конкретные очень задачи, как видите, которые связаны с пониманием на уровне теперь уже главы государства, потому что стратегия, как вы знаете, утверждается указом президента, то есть документ такого уровня, что нам необходимо вот эти аспекты безопасности очень серьезно рассматривать и очень серьезно над ними работать. Документ находится на сайте Министерства экономики и на сайте президента Кыргызской республики, то есть вы можете посмотреть его полностью, если вас это интересует. Там есть очень важные моменты для системы образования, вот, хотя, ну, может быть, это неизбежно, потому что очень далекое все-таки время, 40-й год, документ несколько общий, обобщенный. Вот. Ну и наш документ, который вы все знаете, это концепция развития образования до 2020 года, пока еще действующая. Вот концепция до 40-го года ее сменит. И я не буду здесь много говорить, потому что, в принципе, концепции и стратегии вы знаете на сайте Министерства образования, их в любой момент можно посмотреть. Обращу только внимание на то, что в концепции, которая принята в 2012 году, то есть уже получается 6 лет тому назад, да, уже сказано, что нужны институциональные условия организации обучения, что образовательная среда имеет светский характер, то есть у нас здесь, кстати, в концепции впервые вот так закреплено понятие образовательной среды, что она имеет поликультурную наполненность, что создана электронная образовательная среда и что она является воспитывающей. Но обратите внимание, что здесь нет слова безопасность, да, это все подразумевается, но вот самого понятия безопасности нет. И вот это упущение, о котором 6 лет тому назад, наверное, никто особо не подумал. И мне кажется, что очень важно увидеть вот это вот движение, которое произошло за это время, в том числе и благодаря партнерам, с которыми работает министерство, что понятие безопасности среды именно в формате безопасности и физической, и психологической, и экологической, и информационной начинает очень активно использоваться в системе образования. И самое главное, что многое делается, как мы слышали, например, от Саулет Жаксылыковны, в этом направлении для того, чтобы нашим детям все это обеспечить. Я надеюсь, что будет продолжаться эта работа и что, как в ролике мы слышали, все наши дети будут учиться в безопасных школах и будут ходить туда с удовольствием. Спасибо большое. Но в любом случае, без живого общения это уже другое, это назвать даже обучением будет невозможно. И поэтому, конечно, если представлять эти школы, то это действительно страшно, на самом деле. Бездушие, без участия, без соприкосновения души ребенка и учителя. Мы сейчас очень многие переживаем и переносим все через себя. Давая урок, мы показываем в первую очередь свое отношение к тому, что происходит.
И когда искажается это отношение, искажается урок, искажается восприятие. Поэтому нам лучше говорить о том, что будут душевные школы, что будет живое человеческое общение. Мне кажется, вот об этом надо заложить в наши документы, чтобы человечность в них присутствовала. Я с этим абсолютно согласна. Мне тоже не нравится то, что происходит. Я вообще сторонница такого, если говорить глобально, да, обучения типа лицейского, пушкинского лицея, когда это фактически обучение каждого ребенка. И, как тогда говорили, да, по-гегелевски, что это воспроизводство в каждом обучающемся всей культуры, которая выработана человечеством. Вот. Но какова будет реальность? Посмотрим, может быть, как раз школы такими и станут, может быть, потому что, например, в Силиконовой долине в школах запрещено использование гаджетов. Ну, это очень хорошо. У нас сейчас тоже к этому приходят. И учителя, в принципе, используют эти гаджеты в пользу свою, что на следующий день они отказываются сами, дети. То есть, когда просят учитель математики, просит по интернету найти там какие-то интегралы и так далее. На следующий день ни у кого не работает. Ни интернета нет, ни сотового и так далее. Понятно. Спасибо. Естественно, что лучше всего, чтобы был какой-то баланс найден между использованием технологий, потому что иногда технологии могут очень сильно облегчить жизнь. Скажем, ну, то, что я как-то видела на одном из семинаров, проведение оценивания. Когда закачивается программка, очень простая, она, кстати, в открытом доступе, на телефон, ребятам раздаются определенные там конфигурации фигурки, напечатанные на бумаге, и в зависимости от того, как они поворачиваются, какой стороной преподаватель сканирует телефоном, это буквально 1 минута. Не нужны долгие какие-то экзамены. Если нам нужно спросить что-то очень конкретное для понимания ребенка, сразу видно, понял ребенок, и сразу же можно построить даже там график, да, сколько процентов детей ответило правильно, сколько неправильно, на какой вопрос, и учитель может сразу же здесь же на уроке начинать исправлять эту ситуацию. То есть если он видит, что где-то 100% понимание, значит, этому уже не стоит уделять такое большое внимание. А если там где-то показано, что пришли дети с пониманием 20% на данный конкретный урок, значит, учитель может обратить на это повышенное внимание. Вот для этого, с моей точки зрения, великолепное использование информатики, информационных технологий различных. Но в остальном я с вами абсолютно согласна, что лучше бы школы остались все-таки с живым, что называется, учителем. И мы попытаемся заложить это, конечно, в концепцию. Спасибо за то, что мы сейчас сможем сослаться на как бы мнение. Я думаю, все, да, его поддерживают. Вот, учительская, когда будем писать справку об основании концепции. Вот, так что сделаем это обязательно. То есть это здоровые школы, вот, школы благожелательные к детям, да, а это невозможно, наверное, действительно без живого общения, общения с учителем. Лариса Юрьевна, спасибо вам за прекрасный доклад. Вот у меня возникло как бы 2 предположения. Во-первых, вот то, что вы говорите, новая система образования, она дает возможность индивидуальной траектории. То есть каждый ребенок может выбирать свой путь. Это большая польза. А второй вариант, вот то, что вы сейчас включили систему безопасности, вот тогда как раз значение системы безопасности, она намного будет усилена. Потому что ребенок, получая знания через систему интернета, он может получать совсем не то образование. Вот о чем речь. Поэтому здесь как раз-таки вот безопасность, она будет иметь самое большое значение. И вот надо этому придавать значение, что как-то, я не знаю, как сито, что ли, должно быть какое-то... Все вот это знание, которое дается в интернете, они как-то должны контролироваться, не знаю, как это можно будет сделать, потому что мы понимаем, что дети получают совершенно разные знания. Да, спасибо. Контролировать, я думаю, нельзя, но не случайно стоит задача развивать критическое мышление. Вот фраза уже как-то не очень даже воспринимается, по-моему, потому что она везде какая-то затертая стала. Но на самом деле это то, что необходимо. И, собственно говоря, учитель необходим в том числе для того, чтобы научить ребенка работать с информацией. Вот это как раз гарантия, ну или одна из гарантий возможных, что ребенок будет получать то образование, которое необходимо. Потому что контролировать интернет невозможно в принципе. Я вам только вчера прочитала, что такое смена доменных ключей и все остальное. Там целые шаманские практики на самом деле.
как это происходит. Всего 7 человек эти ключи хранят во всем мире, и только этими ключами можно открыть сейф, где хранятся документы на смену, ну и так далее и тому подобное. То есть это только доменные имена, все остальное в принципе не поддается контролю. Поэтому единственный вариант – это родители плюс учителя, которые будут учить детей мыслить, отбирать информацию и работать с ней. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот сейчас мы все с вами знаем, что мы пишем с вами образовательную, воспитательную, развивающую цель. Так? Если дальнейшее образование будет развиваться в плане технического оснащения школы, то есть сейчас в интернете очень много идет дебатов на тему о том, что такое искусственный интеллект, как его можно использовать в дальнейшем и для образования детей, то передача знаний, да, она, в общем-то, может быть достаточно эффективна, если включать только какие-то технические новшества. Но для того, чтобы нам с вами воспитать человека, для того, чтобы развить его интеллект, то есть в конечном итоге сформировать мировоззрение ребенка и из ребенка превратить эту личность во взрослое состояние, мыслящее и, самое главное, управляющее окружающим миром. Для этого необходимо живое участие. И если говорят о том, что роль учителя со временем будет нивелирована, как хотите, я с этим не могу согласиться, потому что самая эффективная система передачи знаний и воспитания – это система гуру, когда у каждого ребенка есть свой наставник. Ну, когда в классе 50 человек, и учитель, как говорится, является наставником, для них эффективность, вы сами понимаете, очень низка. А вот если есть возможность формировать душу ребенка, в нем именно развить какие-то направления поиска информации, то это можно сделать только лично. Поэтому, если будут разрабатывать такую концепцию, я бы очень хотела, чтобы вот мое видение в дальнейшей роли учителя было бы каким-то образом, но обработано, что ли, и включено вот в эти программы. Потому что, как хотите, живое общение – это главное, что может сделать учитель для ребенка. Спасибо большое. Все согласны. Как я уже сказала, мы попробуем включить это, может быть, в константы даже. Вот. И несомненно, что я просто, кстати, обратите внимание, сказала, что не будет нужна, а что трансформируются функции учителя. Немножко другое. Вот. Но в любом случае, я думаю, нам нужно задумываться над тем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, что нужно сделать, чтобы повысить, да, воспитанность, может быть, действительно, ребят. Кстати, обратите внимание, вот я уже смотрю несколько лет, у нас почти не употребляется слово «обучение», везде пишется слово «образование». И мне кажется, это очень важно, потому что образование, собственно говоря, это обучение плюс воспитание. Уже в понятии это заложено. Вот. Это только у нас, да, было в советское время разделение обучения и воспитания. На самом деле это единый процесс, который не может существовать, в общем-то, один без другого. Вот. Поэтому, раз мы все-таки пишем концепцию образования, я надеюсь, что вот такие вещи, они останутся у нас в концепции. Ну и в практике, естественно. Еще вопросы? Лариса Юрьевна, я на самом деле хочу вас попросить вот перед следующим докладом дать один комментарий. Вы можете сказать о том, что вот как представитель министерства, у нас два как бы представителя высшего органа нашего управленческого, вот, по поводу того, что мы обязаны теперь по-другому строить образовательную среду. Вот что-то в эту сторону. То есть, потому что мне кажется, что это, наверное, самый главный, ну, как бы сказать, компонент этого. Если, то есть через нормативку, через, вот, сейчас мы будем говорить про аккредитацию, да, то есть через разные системы. То есть вот в эту сторону можно буквально 2-3 предложения, и мы вас отпустим, если вы не против. Спасибо. Ну да. Нет, на самом деле я говорила это немножко, когда, так сказать, в приветствии. Да, несколько
Вообще, действительно, ряд аспектов безопасности, они уже включены в документы. Вы видели, что инфраструктурная безопасность на самом высоком уровне. У нас изменился закон об образовании, 3 года, да, теперь уже тому назад, где были расписаны психологическая безопасность ребенка. И если раньше там просто было понятие, что как сказать, запрещено насилие, да, тут сейчас оно расписано, то есть это психологическое насилие, запрещено моральное и так далее. То есть это уже, даже крик учителя сейчас, это по идее запрещено законом об образовании, то есть даже не по идее, неправильно сказать, это просто запрещено законом об образовании. Потому что, несомненно, это психологическое насилие над ребенком, когда учитель, да, еще вот приходит, да, нависает там над ребенком и начинает кричать, это несомненно психологическое насилие. Вот. Поэтому это важно, конечно, отметить, и важно, чтобы каждый учитель знал. Я понимаю, что когда, как вы говорите, сидит 50 человек, или там, иногда учитель тоже человек, вот, как ни странно. Но в любом случае законодательно закон защищает ребенка, любого ребенка от насилия со стороны учителя, либо со стороны любого субъекта образовательного процесса. Это важно отметить. Второй момент, который, или третий, да, первый инфраструктурный, второй вот психологическая безопасность, третья информационная безопасность у нас пока мало где как бы прописано, если говорить о нормативных документах, но сейчас в связи с тем, что я упоминала о 30 школах, которые будет, или в всяком случае мы думаем, что будет строить обучение и ленинг, вопросы информационной безопасности станут одними из ведущих. Потому что, как вы абсолютно правильно заметили, нужно, чтобы ребенок получал образование, ну, давайте я скажу формально, в рамках государственного образовательного стандарта, а не за его рамками. Все, что за его рамками, это вопросы родителей, на самом деле. Да, права. У нас есть закон о статусе учителя, как вы знаете, он достаточно хороший. Другой вопрос, что далеко не все знают о том, что он существует, и, к сожалению, он не всегда выполняется. Но вот вчера на съезде мы разговаривали, например, с казахскими коллегами, они с такой гордостью говорят, что они думают сейчас над разработкой закона о статусе учителя, и в 2019 году у них этот закон будет. Когда я им сказала, что у нас такой закон существует с 2001 года, они были страшно удивлены. Вот, поэтому на самом деле нормативка у нас есть, важно ее выполнять. Ну и то, что попросил сказать Владимир Александрович, вы знаете все прекрасно, потому что здесь все педагоги и администрация, что у нас с прошлого года началась аккредитация образовательных организаций. С 2016 года у нас аккредитуются вузы начальной, ну вообще организации профессионального образования, да, и с прошлого года у нас пошла аккредитация школ. Понятие, почему отказались от понятия аттестации, перешли к понятию аккредитации. Во всем мире понятие аккредитация является синонимом понятия гарантия качества образования. И поэтому очень важно, чтобы школы понимали, что это не проверка как таковая, да? Это не как бы изыскание новых способов наказания. Это именно механизм гарантии качества. И, как говорят коллеги, которые выезжали в регионы, очень многие школы начали очень серьезно задумываться над тем, что именно они делают. Потому что, когда они смотрят, что качество, допустим, 10%, там 15%, 30%, 5% качества, то понятно, что в этом смысле говорить о безопасности детей, кстати, не приходится. Потому что одна из форм безопасности ребенка – это, собственно говоря, получение образования. Потому что только образованный человек может выжить в нашем сегодняшнем мире. Вот, он может, только образованный человек может получить профессию какую-то, ну, скажем так, которая позволит достойно жить. Потому что, если вы посмотрите статистику, когда глава домохозяйства имеет всего лишь начальное образование, там бедность, она практически зашкаливает, она иногда до 60% в ряде регионов. Там, где высшее образование, бедность тоже есть, но это всего 19%. То есть разница колоссальная. Конечно, конечно. Поэтому на самом деле
аккредитация – это очень хороший инструмент, который позволяет посмотреть все стороны предоставления образования и, соответственно, посмотреть, как организована образовательная среда, в рамках которой ребенок это самое образование получает. Поэтому я уже говорила, что очень важно, что у нас есть сейчас и проект, который работает над этим. Очень важно то, что работают совместно на основе меморандума с Министерством образования. И вот Бахтыгуль Тимиркуловна будет... уже здесь, все. Ага. Будет уже говорить о том, как конкретно те проблемы, которые были выявлены при анализе существующей инфраструктуры и качества образовательной среды, каким образом они могут трансформироваться в запретительные или разрешительные нормы в уже документах Кыргызской Республики. Вот поэтому я думаю, что как раз я ей должна передать слово.